Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейпшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только сегодня в программе. В Абхазии находятся представители Арабской Федерации семей производителей традиционных ремесел. В Сухуме проходит 14-й международный анималистический арт-кампус. Юные правоохранители совместно с сотрудниками ГАИ провели профилактическое мероприятие по обеспечению порядка на дорогах. Указом президента Аслана Бжания Али Мухаммад назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. Указ подписан 31 октября. Торгово-промышленная палата Абхазии и Арабская Федерация семей производителей традиционных ремесел подписали меморандум о взаимопонимании. Гости из Сирийской Арабской Республики прибывают в нашей стране с 29 октября. Помимо официальных встреч и обсуждений взаимовыгодных проектов, для них были организованы экскурсии по достопримечательностям страны. Детали у Гугуцы Вардания. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия всегда открыта к сотрудничеству и рада гостям из других республик. На этот раз в страну души прибыла делегация из Сирии. Цель – подписания меморандума о взаимопонимании между ТПП Абхазии и Арабской Федерацией семей производителей и традиционных ремесел. В этом году исполнилось 5 лет, как Сирийская Арабская Республика признала Абхазию. С 2018 года между Абхазией и Сирией установлены дипломатические отношения, подписан договор о дружбе и сотрудничестве. И этому договору Абхазия придает особое значение. А знакомство торгово-промышленной палаты с сирийскими коллегами началось еще раньше. В Дамаске, в ремесленном центре, также функционирует абхазское представительство. Мы неоднократно принимали участие в международной Дамасской ярмарке, где имели возможность представлять Республику Абхазия, продукцию абхазских производителей, туристический потенциал нашей страны. И в 2018 году, после установления официальных дипломатических отношений между нашими странами, мы организовали выставку для 19 представителей Союза ремесленников Сирии, здесь, в Абхазии, в рамках туристического форума. Хочу подчеркнуть, что данное мероприятие вызвало большой интерес у жителей Абхазии. И у наших абхазских ремесленников и жителей была возможность не только познакомиться с сирийской продукцией, но и обменяться опытом, наладить контакты со своими сирийскими коллегами. К сожалению, по уважительным причинам мы не можем похвастаться показателями товарооборота между нашими странами, но все те усилия, которые мы прикладываем, и самое главное, правительство наших стран направлено на то, чтобы устранить все барьеры для осуществления экспортно-импортных операций. Мы очень надеемся, что в ближайшее время предприниматели наших стран будут иметь все основания для развития торговых отношений. Представители Арабской Федерации семей производителей и традиционных ремесел отмечают, что им было очень интересно посетить республику, чтобы еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами. Арабская Федерация семей производителей и традиционных ремесел была создана в 2018 году. Их представительство находится в 19 странах мира, а главное – расположено в Дамаске. Представитель Федерации Фади Халум рассказал, что приезжал в Абхазию в начале 90-х, и у него всегда были только теплые воспоминания. Я был в Абхазии в 92 году, когда я еще был студентом. В Москве приехал в Сочи, и была экскурсия, приехал в Абхазию. Хоть прошло 31 год, я этот визит помню, как сегодня, помню даже те места, куда я ездил. Страна очень мне напоминает мой родной город Латаки, я уроженец города Латаки в Сирии. Очень похож по растительный покрой, по
стиль архитектуры, что вот зданий высоких нету, это как бы, ну, отдает очень хорошие воспоминания и очень тепло и в отношениях, и в погода, и в ваше присутствие. Далее гости отправились в студию керамики «Рама» на Сухумской набережной, где молодые и талантливые художники провели небольшой мастер-класс и показали, как работают с глиной. Мы можем сделать горлышко поуже. Можем сделать грузик пошире. Можно сделать горлышко. Супер, супер, очень красиво. Любую форму абсолютно. Любую высоту, любую ширину. Да, конечно. Что еще вам показать? Как интересно, что это формируется, да, и вот это переходит с одной вида в другой вид. Очень интересно. Вот это создание, да, вот создание. Несмотря на то, что гости из Сирии в республике всего лишь 2 дня, они успели узнать много нового и интересного о культуре, быте и традициях абхазов. Для представителей Арабской Федерации, семей производителей и традиционных ремесел была проведена экскурсия по этнопарку Апсны. После гости поделились своими впечатлениями. Было очень приятно посмотреть культуру этой страны, которая она отличается от других культур. Эта культура, она очень близка к нашей культуре. Менталитет народа тоже очень похож. Да? Нам это как бы, ну, очень приятно и очень близко к сердцу. Будем стараться развивать отношения и культурные, и в плане вот рукоделия и туризма с Республикой Абхазия. Таким образом, визиты станут чаще, а сотрудничество крепче. АТПП Республики Абхазия будет способствовать этому, как всегда, теплом и открытостью. Гугу Сабардания, Михаил Братухин, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. 21 аппарат для извлечения криптовалют и комплектующие к ним, 100 проводов, 40 вентиляторов и 11 дренажных насосов обнаружены и изъяты таможенниками у гражданина Абхазии на пункте пропуска ПСО. Все материалы по данному административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с представителем Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов ОВД Вячеславом Яшиным. Обсуждались перспективы взаимодействия ветеранских организаций МВД Абхазии и России. По итогам подписано соглашение о сотрудничестве. Более подробно в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России.
Ветераны прибыли в республику с целью расширения и укрепления двусторонних отношений. Приветствуя делегацию, генерал-майор милиции Роберт Кют подчеркнул, что в Абхазии отношение к ветеранам особенное. Министр отметил, что ветераны органов внутренних дел вносят весомый вклад в деятельность системы министерства, участвуя в работе по обучению и воспитанию сотрудников, пропаганде правовых знаний среди населения, формированию в обществе позитивного отношения к правоохранительным органам. Для нас это очень важное событие, когда ветеранские организации сегодня создают условия дружбы, сотрудничества, что нам, скажем так, действующим сотрудникам очень серьезно служит нам подспорьем, потому что все то, что было заложено традиционно в наших отношениях, в отношениях Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Российской Федерации, сегодня мы это все стараемся продолжить, приумножить. И благодаря вашему опыту, знаниям, которые существуют, да, вот уже наработанные за долгие годы, мы уверены, что достигнем хороших успехов. У нас сегодня идут, динамично развиваются отношения со всеми подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации. Во встрече с абхазской стороны приняли участие первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Руслан Ажиба, главный советник министра подполковник милиции Инал Маршани. С российской стороны в переговорах участвовал представитель ветеранской организации полковник внутренней службы в отставке Вячеслав Яшин. И, честно говоря, мне очень приятно здесь быть и с официальным визитом, а я знаю, вам докладывали в августе, я когда был в отпуске не с официальным визитом, а познакомился. Да, вот этот вот процесс мы проговаривали, и это все благодаря руководству Главного управления внутренних дел УВД с генерал-лейтенантом Андреевым и вот Владимиром Петровичем Зайцевым, который, смотря вперед, я считаю, вот видит, что и даже наши встречи, даже подписание этого документа, пускай в таком формате, оно будет именно дружба, взаимодействие и взаимопомощь. А что еще вот надо? Роберт Кют подчеркнул динамичное развитие отношений правоохранительных органов двух государств. Он рассказал о планомерном развитии в сфере обмена информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой. Ветераны всегда пользуются почетом и уважением, как и у нас, так и у вас. И у нас традиционно сложились очень дружеские, близкие отношения, что свидетельствует о том, что в принципе нам нужно развивать отношения всегда во всех направлениях. Кубань, Краснодарский край – это все те, кто в период войны нашей, вот сидят вот сейчас с вами рядом, это наши ветераны, как и Министерство внутренних дел, так и ветераны нашей Отечественной войны. Соответственно, они понимают и знают, насколько была важна та поддержка, которая была оказана со стороны кубанского казачества, кубанского населения, которое поддержало нас в этот сложный период. И вот данные ветераны, будучи молодыми, они это крепкое плечо возле себя ощутили. На сегодняшний день мы также крепкое плечо наших коллег с собой рядом всегда ощущаем, и это для нас очень важно. Я хотел бы поблагодарить за эту инициативу, которая была проявлена, и, соответственно, я думаю, отношения наших ветеранов с вашей ветеранской организацией позволит нам сегодня двигаться именно в дружественном, правильном ключе, который нам очень сильно необходим. В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России и общественной организации ветеранов органов внутренних дел МВД Республики Абхазия. Министерство просвещения Абхазии, Министерство науки и высшего образования России, специалисты Северо-Кавказского федерального университета в рамках совместного проекта проводят в Абхазии курсы повышения квалификации учителей начальных классов русского языка и литературы, физкультуры и спортивных тренеров. Об этом сообщает пресс-служба Минпроса. Курсы стартовали 31 октября. 2 дня они будут проходить в Сухуми, 2 дня в Гудауте и столько же в Очимчире. Следующий приезд специалистов состоится 13 ноября, в рамках которого будут проводиться курсы повышения квалификации для государственных служащих. С 29 октября по 4 ноября в Сухуми проходит 14-й международный анималистический арт-кампус. Это традиционный осенний проект, организованный Международным союзом педагогов-художников совместно с Союзом художников Абхазии. Подробности в материале Али Китрапш.
Тематика живописных полотен кроется в самом названии проводимого мероприятия. Арт-пленэр означает искусство на открытом пространстве. Работы пронизаны солнечным светом, естественными красками растений и животных. В 19-м международном анималистическом арт-кампусе принимают участие порядка 80 детей из разных регионов России, а также юные абхазские художники. В рамках проекта будут проходить ежедневные анималистические зарисовки, пленэры, просмотры, конкурсы, мастер-классы и экскурсии. Что такое анималистический наш арт-кампус? Это собираются дети, как правило, это ученики художественных школ, школ искусств, и они вместе со своими педагогами работают по определенной тематике. Анималистический жанр очень сложный, очень интересный, но тем не менее детям очень нравится, потому что мы рисуем животных, рисуем природу, ботанику, и для них это очень близкая такая живая тема. Главная цель международного анималистического арт-кампуса – объединить культурологическую, историческую, экологическую, образовательную и творческую составляющие, чтобы получить максимально обучающий и развивающий результат для всех участников проекта. Максиму Степащенкову 14 лет. Рисованием увлекается с 3 лет. Юноша хочет стать профессиональным художником. Да, природа тут просто невероятных масштабов. Я даже не знаю, как это описать. У нас в Москве все не так. Я рисую в большей графике. Правда, не думаю, что будет через 10 лет актуально уже рисование по старинке на листе бумаги, а больше 3D-моделирование какое-нибудь или не знаю. Все-таки традиционным способом легче стараться и легче учиться. И я все-таки буду. В рамках международного анималистического пленэра состоятся 3 конкурса на лучшую работу по живописи и графике, а также абхазские художники проведут мастер-классы для детей. Учиться рисовать море, например, что в Москве нету. Вот. Здесь красивая природа, что тоже нету. И познакомиться с другими ребятами. 19-й международный арт-кампус завершится 4 ноября. Итогом мероприятия станет награждение победителей конкурса пленэра. Айка Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. С 1 ноября в Центральном выставочном зале Сухума пройдет персональная выставка художника-графика, портретиста, члена Союза художников Абхазии и России, заслуженного работника Высшей школы Абхазии, доцента АГУ Руслана Чхамалия. В экспозиции представлено более 60 работ автора, выполненных в жанре портрета. Руслан Григорьевич Чхамалия более 30 лет работает в Абхазском государственном университете. Многие годы возглавлял кафедру изобразительного искусства, является автором около 20 научных статей, а также программы по изобразительному искусству для общеобразовательных школ и учебного пособия для учителей. Участник более 70 выставок в Абхазии, России, Италии и Турции. Монета Банка Абхазии стала призером международного конкурса монет. Памятная монета «Новый Афон», выпущенная Национальным банком, заняла 3-е место на 17-м международном конкурсе в номинации «Оригинальная технология». Монетное созвездие – это единственный международный конкурс на территории России. Монета «Новый Афон» – 5-я в серии достопримечательностей Республики Абхазия. Республиканская акция «Дети за безопасность на дорогах» прошла в Гудаутском районе. На контрольном пункте милиции Мюссера центральной трассы Псоу-Ингур юные правоохранители совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по обеспечению порядка на дорогах. Ребята вручали водителям памятные листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения и учились регулировать транспортный поток. Акция за безопасность дорожного движения, организованная Управлением общественной безопасности МВД совместно с отделами образования районных администраций, продолжится в Гагарском районе. 31 октября отмечается Международный день Черного моря, который был учрежден в 1996 году в Стамбуле представителями 6 причерноморских стран – России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. В этот день в столице Турции был подписан стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость разработки документа возникла из-за опасности разрушения уникальных природных комплексов региона.
Основной проблемой для Черного моря принято считать загрязнение биогенными элементами. Большое количество крупных рек Европы, в частности Днепр, Дунай и Днестр, попадают в море. Они несут в себе органические вещества. Происходит переудобрение моря, в результате чего в указанных регионах наблюдается цветение воды. Нефтяное загрязнение – еще одна серьезная проблема Черного моря. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 1 ноября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.